понравилось ваше выступление. В первую очередь, то, что вы сказали, когда вы сказали, что нужно выражаться очень простым языком, не используя разных терминов. Очень с вами согласен в этом случае. Потом вы говорили такую вещь, как никто, вообще отличное выступление, вы сказали, никакой американец, никакой сгаворский, никто не знает жизнь ни в Кыргызстане, ни в Казахстане, знает только 80-летний, да, наш уроженец, наши граждане знают. Аксакалы, да. Лучше. Казахи, которые живут в селах, городах, аулах. Вот они лучше знают жизнь в Казахстане, нежели там профессор Гарвардского, Хьюстонского, там, Массачусетского университета. И вы сказали, интересную вещь такую, как я понял, дело больше не в политике, дело действительно же в каком-то духовном, каком-то неком, в народе в самом, да? Дело, когда вы сказали, не уважают старших. Вы привели пример, сказали, слушайте Абая, ну, кто-то посмеялся, кто-то вас всерьез воспринял. Но это же действительно так, он 175 лет назад он что говорил, те вопросы, те темы, которые он освещал, сегодня же актуальны. Как будто он сегодня сидел и написал утром, а вот после обеда обращается к своему народу. Вот так, такое ощущение. И вы бы продолжили что-нибудь? Да, конечно. Почему? Потому что они очень четко и чутко понимали веяние времени. И те проблемы, которые были эти годы, и они наперед смотрели, какие угрозы, какие опасности ожидают нас впереди. Тема Абая, она вечная, пока будет жить народ Казахстана, народ казахский, тема Абая будет вечно молодой. Как будто, я говорю еще раз, сегодня он пишет. Она звучит сегодня, актуально звучит. Только просто можно баранов заменить деньгами? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Потому что это крик души, это искренне. Там нет никакой политики. Там есть ценности, неприходящие ценности. Это человеческие ценности. Я говорю, что политика – это производная. Вначале должен быть человек. Человек – это форма. А что из себя представляет этот человек, зависит то, чем он наполнен. А вот это наполнение зависит от нравственного состояния самого общества. Чем будет наполнен? Мы часто обвиняем молодежь. Молодежь не виновата. Виновато общество. Потому что великолепная форма, красивая форма, молодая форма, ее надо наполнять. А кто наполняет? Я еще раз говорю, общество. Поэтому я приводил слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: нравственность общества будет падать ровно настолько, насколько падает нравственность интеллигенции. А интеллигенция – это цвет нации. А если цвет нации может послужить локомотивом этого народа, этого общества, и от этого зависит, куда пойдут вагоны, которые следуют за этим локомотивом. Я образно просто привожу пример. Для вас вот интеллигенция – это в первую очередь кто? Интеллигенция независимо от профессии, независимо от того, что он академик, профессор или кто-либо, бывают интеллигенты по рождению. Кыргызда, казахстанда сөз бар, ақсүйектер. Аристократы. Ақсүйектер. Вы это определяете по родословной? Нет, абсолютно нет. Какому-то мышлению? По мышлению. По мышлению. Был улуттун уюткусу. Он может быть абсолютно безграмотным. Он может быть абсолютно небогатым. Он может быть бедным. Но он настолько богатый, внутренне богатый, нравственно богатый, это, человеческие качества. Да? Да, вот соны улуттун уюткусу деп коет. Вот из таких людей должна состоять интеллигенция. Интеллигенция не потому, что у него есть 2-3 диплома или там какие-то там профессорские, академические какие-то там звания есть. Нет, абсолютно нет.
Ровно так же высокая должность, занимаемая, это не означает, что он социально зрелый. Нет. Трагедия в кадровой политике происходит тогда, когда неподготовленного человека назначают на высокую должность. Как Омар Хайям в свое время писал, он такой маленький, он задирает нос, куда телом, душой еще не дорос. Четкий ответ. То есть сейчас, например, нам, молодежи, то есть, да, сделать лучше акцент на какую-то культуру, на какое-то образование, да, на какое-то вспоминание некой истории. И тогда вопрос такой, вот в этой как раз глобальной турбулентности вы говорили об объединении. Да? Вы говорили об объединении в СССР или вы говорили больше... Ну, я как понял, вы говорили о народном просто, чтобы нам дружить, да? Но и параллельно я бы хотел себе вопрос задать в плане, насколько вы видите вероятность объединения в некий союз, хотя бы не в одно государство, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, то есть тюркский конгломерат. В свое время Нурсултан Абишевич предлагал создать, и была создана такая организация, как ЦАС, Центрально-Азиатское сотрудничество. Почему эта организация не состоялась? Это второй вопрос. Другой вопрос. Сегодня нам надо объединяться для чего? Для того, чтобы, сохранив самостоятельность, противостоять вызовам. Объединив усилия, выиграть вот эти вот трудности, противостоять этим трудностям. Некоторые говорят, есть лжепатриоты, ура-патриоты, да? Голые патриоты, так называемые. Ох, мы не хотим терять суверенитет. Выбор есть. Либо из-за безграмотности и со своим ура-патриотизмом полностью исчезнешь как государство, как народ, либо, поделившись с чем-то, ты сохранишь государственность, сохранишь народ. Надо делегировать, надо уметь делегировать. Я не говорил, что о возрождении Советского Союза. Я говорю объединяться скорее духовно. Объединяться именно в человеческом понимании, а не политическом понимании. Потому что в политическом уже невозможно. Это очень тяжелая задача. В силу всяких причин. А вот как у вас тенденция сейчас, я в принципе, замечаете ли вы с молодежью, когда общаешься, то нет никаких там границ, там, когда где-нибудь встречаешься за границей, где-нибудь ездишь даже в Украину, в Россию, то нет какой-то неприязни, например, казаха к киргизу, там, казаха к украинцу, украинцу. Я этого не чувствую. И так далее. Вы наоборот? Я абсолютно этого не чувствую. Допустим, я в Казахстан приезжаю с удовольствием. Там, я нигде не замечал, что где-то я чувствовал себя кыргызом. Нету такого. Или, допустим, казах приезжает в Кыргызстан, он не чувствует, что он казах. Нет. Это уникальное достояние. Это величайшее богатство. Богатство для кыргыза и для казаха это не то, что находится под землей. Да? Это нефть, газ, уголь, золото, железо или что-то. Богатство народа это то, что находится на земле. Люди. Это народ, это люди. У каждого государства бесценное богатство это люди этого государства. Поэтому мы должны пересмотреть какие-то там свои ценности. Не все измеряется деньгами. Нет. Абсолютно нет. Если не бывает, перестанет быть народ тот или иной, что толку, что у него земля богатая? Это богатство во имя кого? Во имя чего? И для кого? Это для народа. Поэтому великолепный, великий кыргызский поэт Барпы говорил: Алато көкелбейт эл болмаса. Алато перестанет быть Алато, если не будет народа. Четкий, конкретный ответ
подобным Сейчас образом. правительство это понимает в наших странах? К сожалению, нет. Потому что вот этот вот духовно-нравственная составляющая сегодня измеряется деньгами. Да, К сожалению. к сожалению. Фильмы снимают те, у кого есть деньги, а не те, которые действительно понимают и переживают за это. Сегодня концерты устраивают те, у кого есть деньги. Сегодня политиками становятся не те, которые подготовленные, а те, у кого есть деньги. Вот эта вот монетизация самого мышления, монетизация ценности губит любого народа. К сожалению, это очень ярко проявляется в наше время. Вы видите какой-то путь к изменению? Что мы бы могли бы сделать, мы, молодежь, молодые люди, чтобы как-то попробовать изменить? Я верю, я вижу. Сегодня, завтра мы можем насытиться. А вот то, что мы сегодня теряем, никогда ни за какие деньги не можем вернуть. Сегодня молодежь должна заниматься больше изучением своего прошлого. Я в своем выступлении говорил, самый лучший эксперт – это история. Самый лучший преподаватель – это история. Не Бзежинский, не Киссинджер. Это история казахского народа. Это история кыргызского народа. Это то, что нам говорили наши предки. Вот это и есть выдающиеся эксперты. Более точную экспертизу никто не может дать нам. Просто нам надо вернуться к истокам. Чем больше будет возвращаться и кыргызская, и казахская молодежь к истокам, тем быстрее мы можем возродить то, что у нас было потеряно, тем быстрее мы можем рвануть вперед. Кстати, вот о развитии. То есть, я правильно понимаю, у вас такая же? Мы, прежде чем поднять экономику, должны, чтобы крепко стоял народ. Только после вот этого мы можем уже влиять на экономику, да, правильно? Да, абсолютно. Еще Махатма Ганди говорил, нас погубит богатство без нравственности. Что Харула Жандельдинова говорила, что вы... Кто говорил? Харула Жандельдинова говорила, что вы баллотировались в президенты Республики Кыргызстан. Кыргызской республики. Кыргызской республики. Извините. Собираетесь ли вы еще? Это цель моей жизни не для того, чтобы там добиться чего-то. Цель для того, чтобы именно возродить то, о чем мы с вами говорили. Мне очень приятно, что вы достаточно молодой человек. Вам сколько лет? Мне 22. 22. Но ваше размышление уже на уровне очень зрелого человека. Это есть сотни и тысячи кыргызские джигиты, кыргызская молодежь, которые рассуждают и разделяют вашу точку зрения. И вот эта сила, вот это убеждение не дает мне покоя, чтобы без борьбы сидеть просто опустив руки. Мы будем бороться во имя будущего нашего государства. Что есть такие люди? У нас бы были такие. Они есть, только надо их видеть, увидеть, почувствовать. Вот. Давайте к крайнему, я думаю, много вопросов вам задал. Спасибо. Как вы сейчас. Историю изучать по учебникам или все же по авторам? И нет ли у вас такого впечатления, что историю нашу исковеркали вообще ужасно? У меня такой вот вопрос возникает, когда я изучаю историю и смотрю на карту. Смотрите, Великая Европа, тамплиеры, рыцари дерутся, завоевывают, а такая огромная территория, как тюркских народов, она как была большой, так и осталась большой. То есть вопрос того, что они не шли сюда, потому что не хотели, или вопрос
что они шли сюда, но встретили отпор какой-то. Все же, может быть, что-то было могущественнее, чем нам показывали в учебниках истории. Вот это я не знаю, где искать. Они, честно говоря, чувствовали, что есть здесь великая сила. Она бесполезна. Наши регионы, наши предки не боялись от европейцев. Наоборот, они боялись от нас. В истории. Это история Средневековья, это история, древняя история. Посмотрите, со времен Аттилы. Это была самая грозная сила против, на тот момент, самой мощной империи, как Римская империя. Это история Аттилы. В мире были несколько империй. И основателями этих империй были в основном тюрки. То есть наши с вами предки. И потом, теряя ценности, то, о чем сегодня мы с вами говорили, они начали терять государственность. Понимаете, любой человек, он силен тогда, когда у него есть сильный дух. Ибо Александр Васильевич Суворов что говорил? Великий полководец. Сильный духом, слабый телом, воин во 100 крат сильнее, чем безвольного богатыря. Воля. Чингис. Воля определяет сущность человека. Бескомпромиссность и стойкость определяет сущность человека. И то, о чем я говорил, чем он наполнен. Что у него внутри? Что является у него мотивацией в своих поступках? Любовь к родине, любовь к своей земле, любовь к своему народу, любовь к своей истории, любовь к своей культуре. Вот этот вот, вместе взявшись, и определяет человека. Понимаете? Вот из чего состоит вот этот вот сосуд, так называемое тело. Я желаю, чтобы вы стали президентом. Удачи. Удачи. Желаю, чтобы в наших странах